утра она уже началась, эта акция? Если. Ну, мы сегодня хотим сказать о том, что те социально ориентированные некоммерческие организации, которые каждый день незаметно, без помощи органов власти, работают ежедневно, их себе берут на проживание, трудоустраивают их, организовывают питание, значит, и, по сути дела, их одевают, полностью обеспечивают всем необходимым. А в таких центрах они живут и до 8 лет, мы вот общались с такими гражданами. По сути дела, им нужна сегодня помощь, такая реальная помощь. Можете нам провести, вот здесь такой длинный стол, да, будете сидеть, рассказать? Прямо, да, ну вот. Отец и мачеха. Вот смотрите, здесь написано. Отца? Отца как звали? Покажите, пожалуйста, на камеру. Удалось в прямом эфире. Здесь мы здесь учитываем, фотографируем, для того, чтобы нам провести учет, кто обратился, какая им нужна помощь первичная. Здесь у нас работают и психологи МВД, которые оказывают первую помощь. Ну а потом мы передаем это социальным психологам, потому что это не наше направление деятельности. Нет, а дальше? Физиатрия, понятно, да? Что это медики. Врачи откуда вы? Научно-практический центр физиатрия. Ну, я хотел узнать, это правда, что если он больной? Да, конечно, все. Да, все организовано по цепочке. Друзья, видите как, сразу делают, если человек болен, увозят. Еще в Советском Союзе это было, а сейчас мы это возрождаем. А на чем вы это имеете? Это у нас управление по вопросам миграции, есть муниципальное управление МВД России Иркутской и МВД по республике. Мы оказываем помощь по разъяснению, как получить паспорт, если какие-то уже необходимые документы, может быть, они предварительно уже собрали для себя и не могут подойти. В общем, мы разъясняем все полностью, как получить паспорт. Вот хотел бы узнать, когда данное лицо подходит, то учет прописываете и мне сказали, вы сразу передаете там интернет, По базе данных, да, по базе данных. Ну, вот у гражданина уже есть паспорт, поэтому мы его проверять не будем. У него просто срок действия паспорта истек, и ему нужно обратиться за обменом. Но денег нету на оплату госпошлины. ну, для этого мы сейчас вам покажем, для оплаты платежами есть другие есть люди, которые... Хотели тоже этот вопрос уточнить. Центр занятости для того, чтобы А центр занятости с таким паспортом возьмут, говорят, чтобы ему денежку заработать и оплатить госпошлину. Как-то пытаются решить проблему. сразу передают паспорт занятости, чтобы То они... есть оплатили паспорт, Да, для того, чтобы решить финансовые вопросы, для получения документов, удостоверяющего личность. То есть получается некоторая схема, как это в идеале в жизни, когда можно прийти сейчас и сегодня это сделать. Конечно. Понятно. А вот там еще, по-моему, Временного пребывания оказывают помощь тем, у кого нет у нас жилья, все остальное, они оказывают эту помощь. Все нормально, все нормально. Вы проходите? Это вот, у нас нарколог привлечен на чего? Ну, чтобы помочь, если есть желающие, которые хотят вылечиться, То есть от это алкогольной у нас... зависимости, то значит их сразу. Девушка, а вы из какого центра? Республиканский наркологический диспансер. Иркутский республиканский наркологический. Это правда, что сейчас, если человек хочет вылечиться, есть желание, вы его можете туда определить? Могу направить, да. Если желание. Сказали, что кто-то желает, если автомобиль. Естественно. Дорогие друзья, я говорю же, здесь сделано в первый раз в республике то, что в жизни, это можно вот сейчас, сегодня сделать до 5 часов. Мы сейчас находимся на крытом рынке, и
И поедем, наверное, сейчас на автовокзал, где наши жители тоже жалуются. Цель акции – это оказать реальную практическую помощь тому гражданину, который хочет вернуться в нормальную жизнь. 25 августа в 2 районах города, а это район автовокзала и Крытого рынка, будут установлены палатки, где люди без определенного места жительства смогут спокойно получить помощь, такую как помощь в восстановлении утраченных документов, психологическая помощь, восстановление связи с родственниками, горячая еда. В случае, если среди тех, кто в этот день обратится в пункт, будут желающие изменить свою жизнь, им будет оказано содействие, чтобы попасть в социальное реабилитационное место временного проживания. Акция «Путь к дому».